Бізде дәл қазір ойын аяқталды. Елімай қарсы 2-1 ұттық және 4-ші орын алдық. И Еврокубок Шымкентке келетін болды. Қазір Ордабасының президенті Асхат Сейсенбек Рашидұлы. Ал Асеке, ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам ареке. Болсын Еврокубок енді. Қиын кез болды, Асеке. Жағдайыңыз қалай? Ареке, рахмет. Искренне сказать, не думал, что будем радоваться 4-му месту. Еще 2 недели назад мы думали только о 1-м месте, но это футбол, это не то, что футбол, это жизнь. Так сложились обстоятельства, что в сегодняшней игре в борьбе за Еврокубки не все зависело от нас. И то, что так сложилось, это, скажем так, подсластило достаточно горькую для нас осень. Но мы с нее сделали выводы. Не хочу назад возвращаться, говорить, что я пришел посередине сезона, была смена руководства, тренера. Это вы опытный человек, вы знаете, вот, Виктор тоже в разных командах работал, и вы работали, вы знаете, как это не просто посреди сезона приходить и встроенный механизм, как-то все это до конца, и там не то чтобы, самое главное, не испортить. Я думаю, мы могли лучше, это безусловно, есть объективные факторы, но сложилось то, что сложилось. Если смотреть по спортивному принципу, мы не на много очков остались. На 1 очко только от тройки, от чемпионства не так намного. Нет. Были. Есть пару игр, где мы не досчитались очков, а во всех остальных, конечно, сейчас много мыслей переплетает, только игра закончилась, вы меня поздравили, Рахмет за поздравление, Еврокубки это важно, но вот еще раз говорю, Рахмет за поздравления, конечно, хотелось большего. И будет больше, на это работаем. Бір минут бүйтіп айтайыншы, неге қазір Асеке орысша айтып жатыр десеңіздер, өйткені қазір қазақша дұрыстап ойын жеткізе алмауы мүмкін. Құрметті көрермендер, Ордабасы жанкүйерлері, сол үшін басында Асекемен келістік. Асеке, сіз орысша айта беріңіз, кейін өзіміз ойын біз қазақша жеткізетін боламыз. Сол үшін андай критикаға салмай, толығымен Ордабасы президентінің ойын білу үшін. Енді мен де кезінде осындай орыс кезде өстік қой енді. Сол үшін қазір ойын толықтап айту үшін, сіздер түсіну үшін орысша осылай болып жатыр. Сол үшін қолдап, пока пікірлеріңізді жаза беріңіздер. Келесі маусымда, құдай қаласа, маусым басында уәде берем, қазақша подкасты жазамыз. Болды, вообще. Құдай қаласа. Асхат Рашидович, вот вернемся, игра закончилась буквально 2 часа назад. Свежие эмоции, переживания, может быть. Встретил вас сегодня, наверное, в середине 2-го тайма, не на стадионе, вот рядом. Это эмоции, вы не хотели смотреть, переполняли вас? Нет, хочу вас поправить, как не на стадионе, но не на трибуне, да, скажем, да. Қайсардың ойын көріп отырдыңыз ба, параллельно? Бәріміз қарап отырдық. Шынымды айтты, сіз де қарадыңыз ба? Ойынды қараған жоқпын, бірақ результаттарды қарадым. Әр минут, шыны керек, әр минут ашып, қарадым, тексердім бәрін. Вот возвращаясь к вашему вопросу, эмоции, я честно скажу, не молодой, не старый человек, но я в работе никогда не испытывал таких переживаний, эмоций и растрачивал столько энергии, такого не было. Очень тяжело, и не то чтобы тяжело, очень волнительно, тем более, когда все не от тебя зависит. Да, бывают моменты, я не весь матч, не то, что весь матч, конечно, смотрю, бывает, выхожу просто чуть там, как говорится, отдышаться. И вот в этот период, в этот момент вы меня и встретили. Да. Вот свисток финальный сегодня был. Какие эмоции ощутил Асхат Рашидович? Облегчение, радость? Нет, не облегчение, не радость, честно скажу. Мы по натуре должны быть максималистами. Для нас радость была бы только, если было бы чемпионство. Как ни крути, я не хочу эти все сослагательные мысли, там было бы так. Мы его сами упустили, надо это признать. Есть объективные причины, есть субъективные, есть какой-то элемент невезения. Со свистком у меня первая мысль была то, что, честно скажу, что, слава богу, в городе будут Еврокубки, мы постараемся пройти в них достаточно, выступить достойно. В этом году тоже Еврокубки были, мы помним, какой горечь оставили они для нас. Постараемся исправить ошибки. И вот эта первая мысль была, а сразу же вслед за ней это то, что подготовка к новому сезону. Но от себя добавлю, когда в раздевалку
после матча зашли, но никаких таких бурных празднований, эмоций тоже от команды не было. 100%. Команда собрана действительно такая чемпионская была, максималисты, которые думают только о первом месте, поэтому такой праздник со слезами на глазах, можно сказать, с горечью. Ну, это жизнь, что поделаешь. Это я вот вначале сказал, 2 недели назад мне бы сказали 4-е, я бы оскорбился. Ну, сейчас, такова жизнь, надо принимать и делать выводы. Делаем выводы, идем дальше, согласен. Ал енді ордабасының жанкүйерлеріне енді бәрі сұрайды ғой, Асхат Сейсенбектен кім ол өзі деп. Сіз өзіңіз туралы давайте Асаке бір ашық айтып таныстырып, келесі жылға задачамыз қандай, келесі жылы жастарымыз академиямыздың қалай болатыны және Ордабасы академиямен қалай жұмыс істейтіні сол туралы кішкене айтып, ашық айтып, осы жанкүйерлер көріп деген сияқты. Көбісіне сұрақ туындайды. Не болып жатыр? Біразын танымаймыз келген адамдар деп отыр да, клубқа келген. Сол үшін сізді енді мен өз басым қазір жұмыс істеп жүргеннен кейін басында сәл қиын болды, оны мойындау керек. Қазір Асхат мырзамен осындай академиямыздың қолдауы қандай болып жатыр әкімшіліктен және сізден. Сол үшін бірінші рахмет айтқым келіп отыр. И және өзіңіз туралы ашық айтып, осы жанкүйерлермен, жанкүйер сізді и сіз жанкүйерлерді қатты жақсы көрсеңіздер, бір-бірлеріңізбен связь дейді ғой, связь болса, жанкүйерлерді көбейет деген ойдамын. Ну, кто я, в принципе, я думаю, это там легко понять, там факты моей биографии, трудовой деятельности, этим там легко можно онлайн найти. Задача наша, это у нас не краткосрочная задача там выиграть было чемпионат, либо там что-то еще. У нас задача построить клуб. И при поддержке руководства города, руководства клуба мы, дай бог, впервые в истории выйдем без долгов в новый сезон. Имеем, я считаю, это не громкое слово, колоссальные успехи в детской академии. Вы сами там работаете, это знаете. Это мы в 2 возрастах QJ-лиги в тройке. 2009 год выиграл чемпионат. Девушки наши выиграли. Это большая работа проводится. И она выражена не только там, в каких-то призовых местах, но и в методологической работе. Вы сами видите, как у нас специалисты там работают. Мы стараемся все это настраивать. Это наша основная задача, чтобы клуб был построен не как команда, а как клуб, чтобы все его звенья вертикали работали. Основа всего это детская академия. Как-то коротко постарался ответить, не знаю. Ну, вообще вот в целом в контексте вот этого вопроса Тармана наш клуб, скажем, воспринимают в той плоскости, что у нас есть основа. Вот, это самое главное. Но по сути у нас есть футзал, у нас есть женская команда, у нас QJ-лига, академия. Вот насколько президент клуба вовлечен вообще во все эти направления? Насколько плотно вы взаимодействуете со всеми, скажем? Вот очень такой, не то чтобы правильный, но вопрос, чтобы показать масштаб. Клуб это не только, вот болельщик видит это верхушку, приходит на стадион и видит, вот сегодня сыграли, Селимая выиграли, молодцы. Но у нас клуб гораздо больше там внутри процессов идет. Это и, как я уже говорил, детская академия, женский футбол, работа с болельщиками, инфраструктурные решения. Они небольшие, мы не какой-то там конгломерат там спортивный, но мало или много стараемся. Вот Арике не даст соврать. И по фуд-центру, да, мы сейчас будем называть это академией, как мы там небольшие, но все-таки эти вещи, которые не делались годами. Не годами, десятилетиями, дикше. Да, а по сути они простые вещи, они там условно там, ну какие-то вот, простой купить трактор там, для того, чтобы, это звучит трактор. У нас появился трактор. Газонды не қылатын, тырмалайтын. Вот вы говорите футзал, мы там 2 года на последнем месте, да, там предпоследнее. Ну как бы, ну для такого города, как Шымкент, я не шымкентский, я вот недавно в подкаст тоже ходил, ну я проникся этим городом, и я вот искренне говорю, меня оскорбляет, если будет шымкентская команда где-то болтаться внизу. Мы поставили задачу, футзал, там никаких сверхвливаний не было абсолютно. Мы поставили задачу, набрали команду, и я надеюсь, выступим получше, чем это было. Это к вопросу о том, что это не только футбольная команда, это и есть офис. У нас мы колоссальную, я не побоюсь этого слова, проводим работу по внутренним нормативным документам, по урегулированию процессов. Сейчас это модно говорить, бизнес-процессы, но это реально бизнес-процесс у нас, акционерное общество. Как это должно быть настроено, чтобы там буду я, не буду я, кто-то будет другой, чтобы он
не захотел, вот хочу там условного там футболиста там по фамилии там Умаров или Иванов подписать на 2 года с окладом там, ну, к примеру там, да, столько-то, и все. Нет, сейчас уже так не пойдет. У нас вся линейка согласований будет выстроена, и это будет способствовать тому, чтобы клуб работал в рамках установленных его спонсором. А спонсор наш основной это Акимат. Он задает лимит, в рамках него и будем действовать. Чуть отошел от вашего вопроса. Жоқ, давай я здесь дополню теперь. Мен январдың қаңтардың басында келген кезде академияға Асеке шынын айтайын шошыдым. Анау менде видеолар бар, ертең саламыз Құдай қаласа. И қазіргі академия істелген ремонт, істелген жұмыс ол екі түрлі. Қазір атмосфера бар. Ата-аналар келеді, қуанады бәрі. Мә, мына жер күшті ғой. Оның алдында январда мен сізге шынын айтайын Асеке. Мартта бізде тур басталайын деп жатыр. Наурыз айында біздің балдар ауырып қалды. Сөйтіп түсінбеймін неге. Сөйтсек балдар келіп айтады, элементарный бойлеріміз жоқ. Ыстық су бар ғой. Бәрі жылы суға шомылған, кеткен. А қазір уже трактор бол мынандай ғой, ол мықты нәрселерді элементарный бойлеріміз болмады да мысалы. Соны енді ол өкінішті нәрсе да, мен таңғалғам Асеке. Қалай сонша жылдан бері енді оның алдында отқан адамдар бар ғой, айтпай қойық, қаяққа қарады, неге бұлай бастарын бұрмады бұлай қарай. Енді қазір Аллаға шүкір Асеке, бәрі жақсы, көңіл сізге, біздегі мост пайда болды Асеке. Мен қуанам, то что сіздер жұмысқа келдіңіздер, мен сізбен барып сөйлесе алам, сізге барып осы іште отқан проблеманы айта алам, оны жанкүйерлер біле бермейді. Анау основной команда қарайды да, бәрі все смотрят. Ой, мынандай отыр, ондай емес, барлығы керемет болып отыр. Сенбесеңіздер, Алдиярова 76Б, келіңіздер, көріңіздер, менде до видеосы бар, қалай болған Құдай қаласа оның бәрі айтылады. Так что жұмыс өте көп, үлкен істеліп жатыр. Алда болған қиындықтарды ешкім білмейді. Так что Ордабасы жанкүйерлері қуанып, мақтанып қойсаңыздар болады. Ордабасы мен бүйтіп айтамын. Ареке, хочу, сильно нас хвалить не будем, мы не какие-то там кардинальные вещи сделали, ну просто... Ну, делается. Да, ну, не, делается, я, да, не, это, на самом деле, это, можно сказать, инфраструктурные вопросы мы закрываем, это вот ремонт, трактор, там, какие-то мебель, стипендия вокруг, там, подключили там вот бойлер, газ, все эти вопросы, да, они небольшие, но это мы, и это за нас, ну, за это нас хвалить тоже, это наша обязанность, мы должны создать условия для, тем более для наших, ну, для нашего подрастающего поколения. Наша задача как? Вот сейчас мы завершили сезон сегодня, мы теперь более плотнее, и так плотно с вами работаю, еще глубже погрузимся в академию, и мы должны с вами там разработать, чтобы там была там, условно там, клятва футболиста, там, воспитанника, чтобы он там наш логотип там ложил руку, говорил, буду, ну вот такие вещи, как это принято в серьезных академиях, что у него, понятно, там из 100% воспитанников будут играть процентов 10-15, это будет хороший результат, это будет успех, но чтобы другие 80-85 оставались с Ордабасы, чтобы вот этот наш логотип, он всегда у них был в сердце, это и формируется вот это человеческий потенциал вокруг нашего клуба. Мынандай қызық болды енді, вы не знаете, Асеке. Бізде уже 2007-лерде дубль кетіп жатыр ғой, бір балдар енді по-любому ойнамайды да, ол не все будут играть, там заиграют, и бір бала бар бізде, атын айтпай қойын, ертең шығып кетер, и мен не істеймін дейді. Біз уже біліп тұрық, потому что он уже үлкен емес, небольшой да, и біз сояқтағы Ордабасыдағы руководство айтады, сен уайымдама, басқа клубқа барғың келмейді, и және мен не істеймін дейді. Қазір бүйтіп айтады, біз сен футзалда бір көресің, өзіңнің неңді, мансабыңды, карьераңды. Болмаса, Ордабасы академияда саған жұмыста болады. И кішкентай балдар бар, қазір біз алып жатқан 2017-18, солармен жұмыс істейін дегенде андай. Біз тастамаймыз дедік та. Уайымдама, он такой обрадовался, прям серьезно ма. Я говорю, уайымдама, бәрі жақсы болады. Давай бірінші көр футзалда өзіңді. Болмаса, Ордабасының академиясының ешігі және саған жұмыс дайын деген еді. Кәдімгідей қой шын далада қалмайсың дедік та. Осындай да білмейтін историялар бар, болып жатыр. Сол, Асеке. Тағы, Витя, у тебя есть? У меня такой, наверное, давайте завершим вот эту тему с академией. Вот такой вопрос. Топ-3, может быть, важных ключевых решений, которые уже в этом году удалось осуществить.
первая, наверное, там стипендия есть, да, вот это вот, то, что ввели впервые, наверное. Ну, я не хотел о деньгах говорить, это тоже важное решение. Это мотивация, это, ну, вся наша жизнь, там, цифры, в том числе, это и деньги, да, я согласен, но самое основное, мне кажется, это методология, то, что процесс отбора ребят в академию стал более прозрачным, объективным, играют. Я не говорю, что раньше было плохо, но и там не говорю хорошо, плохо, вот говорю, как мы просто настроили эти документы, настроили этот отбор. Это, ну и в принципе надо там реверанс в сторону руководителя Савы Ковачевича отдать. Владимир Сергеевич Кагай, он лучший руководитель академии стал. Ну, это вот, да, это лучший в стране стал руководителем академии. Это вот первое решение. Второе, мы создали для них условия спортивные. То есть они могут плюс-минус, не говорю идеально, там много работы еще, тренироваться. Вспомним трактор, да, что позволяет. Сколько в этом году? 4, вот сейчас в Грузию ребята уезжают, международных старта. Уехали? Да, уже уехали, да, вот они вчера, да, уехали, по-моему, да. До этого Хорватия, Сербия было. Это, ну, колоссальные мотивационные. Да, да. Это вот благодарность, ну, я не любитель говорить, благодарю того, благодарю, ну, это же правда, то есть, ну, руководство надо поблагодарить, все это сделали. И вот в третье, наверное, в том числе создали там условия для проживания для иногородних лучших воспитанников академии. Есть там, наверное, вопросы можно улучшить, но это всегда. Завтра там, ну, не завтра, а условно там, в Реал Мадриде, в академии ребята тоже, наверное, говорить будут, ну, там, то надо, это надо улучшить. Всегда есть нюансы, будем улучшать их. Енді көбісінің сұрағы мазалап жүр. Академияның балдары осы жылы, Құдай қаласа, жаңа команда болады, жаңа ордабасы болады деп отырсыз ғой. Жастарымыз іліне ма? Барлығының сұрағы, кешеде Алматыда жүрсек, Анияқта жүрсек, жанкүйерлердің бәрі жазады. Жастарымыз деп, сіз енді өз аузыңыздан өзіңіз жауап берсеңіз, қалай болады? Өзіңіз көріп жүрсіз, қандай жастарымыз бар екен? Во-первых, да, во-первых, я не главный тренер, чтобы сказать, кто будет играть, кто нет, набирать, но скажу так. 100% вся заслуживающая аудитория, часть наших воспитанников поедет на первые сборы с командой, будет дан шанс, и я уверен, часть из них останется в основной команде, будет заявлена и будет радовать наших болельщиков. Сатор Шидович, еще у нас же, мы не будем забывать про ребят, которые в этом году в аренду ушли. С некоторыми из них я уже встречался по итогу первого. Приоткройте чуть-чуть завесу. Вот смотрите, вот говорят, надо всех шымкентцев вернуть в Шымкент. Шикарная история, что надо всех вернуть. Но так мы сделали небольшой анализ. Если всех шымкентцев вернуть, снимай голову в Шымкентке. Вот опять тоже. А вы знаете, что и в первой, и в высшей лиге, ну в премьер-лиге играют всего 9 наших воспитанников. Всего 9. Мало, да? Вот вы говорите, Симай Галамов. Мен ойладым ғой Шымкентте. Из них трое только. Шейзада, Турсунбай. Нет, это у нас, я говорю, за пределами нашего любимого города, да. Вот поэтому всех максимально встречались и с ребятами, которые в первую лигу выиграли. Не со всеми, а с некоторыми. Всем будет шанс дан, приоритет для того, чтобы наши местные воспитанники имели всегда возможность попробовать себя и принести пользу главной команде города. Сатор Шидович, такой вдогонку последний, наверное, вопрос. Вот есть ли у вас какой-то Рубикон, вот условно, сколько вы бы хотели видеть воспитанников в основе, которые играют регулярно? Вот условно, не как Галицкому сейчас. Я хочу, чтобы вся команда, реалистами, чтобы были. Ну, вот 4-5, вы скажете, вот, все, задача выполнена. Сколько, если бы я был футболист, я бы там хотел, чтобы мы выиграли чемпионат, и все 10 других моих игроков были с моего двора там. Идеально было бы, так же, да? Ну так же, да, что, да. А еще лучше с одного подъезда, да, чтобы мы друг друга понимали. Но насколько это соотносится с реальностью? Ну да, и тут мы можем просто сравнить, взять и там. То, что я хочу, это, ну, это... Может, какая-то да. задача такая? Нет? Тут, опять же, все зависит от главного тренера. Я, как руководитель, настаиваю, чтобы играли наши, но я не могу заставить это сделать. Я могу обменяться мыслями, там где-то прокинуть, тут подколоть. Но Ордабасы единственный клуб в этом году, кто играл больше всеми казахстанцами. Да. Единственный клуб. Вот реально вы посмотрите, ну,
Я не говорю, что мы от этого лучше там, или мы более правые. Нет, ну просто единственный клуб. И из них сколько было шимпензов, ну регулярно. Сула Астанов играет. Да. Бихан Шайзадан, ну полсезона отыграл, болел. Была причина там, причем не травма, да, там. Мы про шимкенских говорим. Сага, только набрал форму потрясающую. Забил там, в Талдыке, да, сломался. Вот представьте, 3 воспитанника клуба в чемпионской команде. Ну, вы покажите мне еще такой клуб в Казахстане. Ну, вы даже сейчас откроете, пока мы можем с Виктором говорить, вы не найдете. Сразу подскажу вам. Тут, кстати, такой вопрос. Вот назвали нескольких воспитанников, но есть такой Кстати, воспитанник про Тунгу. Эльхан Вот, Астанов. нет, послушайте, Тунга. Вот Тунга, да. Вот, Туншпай, да, вот, четвертый. Вот смотрите, у нас сколько форвардов привезенных было? Вот я опять хочу сказать, я никого не критикую. Там, не хочу. Так, вот сколько у нас был? Прекрасный форвард там, да, был раньше там, сборной Украины. Беседин. Тёма Беседин. Сколько голов забил? 4-3, я думаю, где-то так. Я вас хочу поправить, 2, по-моему, в чемпионате. Ну, пусть будет 4-3, да. То есть, да, я не критикую, то есть, вот мы к тому, что местный, не местный. Сева Садовский. Пацан выполняет объем колоссальный, носится, да, там впереди. Шикар, к нему вопросов по самоотдаче 0. Так же? Ну, сколько голов? Я хочу с вами поспорить, по-моему, 1 забил. Нет, я говорю про чемпионат Казахстана, да. 1. Ну вот ладно. Дарбо, Дарбо айтайын. Тунга. Вот наш местный воспитанник, опять же, 4 гола забил. По-моему, все головой, да? Астане победной головой. Жеңісу головой, по-моему, забил. Кайрату головой забил. Только головой. Турану. Криштианомыз ғой бізде. А Дарбоны айтайықшы, ладно. Сколько забил? Мы Дарбу желаем успехов в чемпионате Азербайджана. Он не 4, он 3 забил. Бірақ, давайте айтсақ бола ма? Вот подождите, про Эльхана Асан, просто я дұрыс. я, может быть, этот, Жо, Дарбоды екі рет түсіп кетті. Айтқым келді. хочу просто, да, я оборвал его. Что запомнили, вот да, вопрос про Ильхана, потому что когда он уходил в Астану, он был признан лучшим игроком года в Казахстане, игрок, который уже дорос до уровня национальной сборной основы, и тут бац, он уходит в... Тегін да кетіп қалды, иә? Он бесплатно ушел? Ну, он ушел бесплатно, да. Вот, Асеке, я хочу у вас спросить, почему? Ну, вас не было, ладно, әзілдеп. Вы же на тот момент в Астане были? Ну, не в прямом руководстве, в операционном, ну, я, да, как бы это я возглавлял организацию, которая была учредителем этого клуба. И когда мне пришел руководитель клуба и как бы говорит, вот мы берем лучшего футболиста Казахстана 2022 года. У меня сразу, ну, нет, тогда такого. Вы даже не понимали тогда, что Шымкентке келесіз деп ойламадыңыз, да? Я просто задал вопрос, сколько он будет стоить, на что получил ответ 0 тенге, 0 тиын. Я сразу сказал, надо брать. Какие вопросы? Да. Такую, ну, этот шымкентский воспитанник, было бы классно нам его вернуть. Ну, посмотрим опять. Теперь, ну, бесплатно его нам никто не отдаст. Теперь, да, енді оны қиын болады, ал иә. Очень жаль. Молодой парень, лучший футболист, так ушел просто так. Город в него столько вкладывал. Да. Акимат. Город еще любит. Не, город любит, вкладывал любовь сердечную, но сколько в него вкладывал ДЮСШ, там, клуб, Акимат. Это, ну, представляете, в итоге парень ушел, мы, не знаю, мне неудобно как руководителю так говорить, может вы как болельщики, работники Ордабасы обратитесь к нему. Эля, возвращайся. Ол Ордабасын жақсы көреді. И және қараңыз, осы әңгімеге сай енді, то, что он бесплатно же ушел, енді бізде есть человек, футболист, точнее, который Ордабасы впервые, наверное, продал. Не впервые. Раньше, по-моему, Тунгушпаева, по-моему, продавали в Кайрат. Ол ақша Ордабасыға түсті ма, когда продали? Я не знаю. Я то, что читаю в прессе, я там читал то, что... Ол кезде Нұрсайын да сатылған, мен білемін, бірақ я не знаю. Ну, за последние годы, да, Виктор Брага играл, вот вы про него же говорите. Да, Брага трогал. Мы его продали в Дебрецен за 120 тысяч евро. К сожалению, у нас не играл, был отдан в аренду. Потом вот даже вы мне говорили, когда продавали, зачем такого продаете? Я говорю, вопрос резонный, но он не у нас играет. Мы зимой отдали его в аренду в Жетсу. Ну, значит, не нужен команде. Поступило предложение, он сам обратился из Талдыкургана, кровно попросил, это его жизненный шанс.
не деп айтты сізге сол кезде Не мне напрямую, через переводчика. Он попросил, говорит, это мой жизненный шанс. Для моей семьи это очень важно. Меня заметили в Талдыкургане. Просят чемпионат европейский, ну, большой, небольшой, Венгрия чемпионат. хорошая Да. Да, и он попросил, можно сказать, слезно просил его отпустить. У меня тогда возникла мысль, если мы его не отпустим, но он не будет у нас играть, даже мы вернем, он нас затаит обиду, которая внутри глубоко его сердце будет мешать ему раскрыть. Вот я хочу сказать, бразильцы очень хорошо адаптируются в Казахстане и особенно в Шымкенте. Заметили? Вот реально, да, заметили? А наводит на определенные мысли на следующий год. Да? Рашидович, если у вас есть какие-то уже, может быть, чуть-чуть, начнем про следующий год. Какие-то есть направления, может, да, я думаю, что не Тут заканчивалась никогда не работа. рано, главное, чтобы не поздно было. Как в директиве Еврокубка. Какие сейчас материки изучаются? Или уже, может быть, какие-то переговоры идут? Ну, мы 100%, если бы мы не думали о будущем сезоне, мы были бы несерьезными руководителями. Это у нас есть и основной лист, кого мы хотим оставить, кого мы бы хотели переподписать, и есть второй лист, кого мы хотим пригласить, и есть теневой список, кого на случай мы хотели бы, так сказать, подрядить под команду. Это 100% работа ведется. Уже сейчас. Ну, сегодня 10 ноября, чемпионат начнется в начале марта. Ну, ноябрь уберем сейчас, плюс-минус там. Туда-сюда, сборная, декабрь. Там, декабрь, январь, февраль, 3 месяца. Да, это кажется много, но в футболе это 0 дней, по сути. Если мы говорим о том, чтобы создать команду, чтобы боролась за высокие места. Асхат Рашидович, вот вы, в принципе, пришли в команду, которая уже была сформирована. Были ли у вас какие-то сложности с этим? И вообще, как вы пришли, помните вот эта вот череда новостей в прессе о том, что вот президент клуба сказал, что все, 80% команды не будет, 17 игроков список сформирован. Вот откуда это взялось, ну и мы не будем сейчас, наверное, об этом. Вот были ли такие разговоры вообще, или это все такая глубокая выдумка? И как вы к этому относились? Человек, ну и точно не сумасшедший, чтобы прийти и сказать, Заранее, да? 80% никого не будет, я создал список, туда, ну, как бы, даже если бы я так думал, я бы, никто бы об этом не знал, правильно же? Ну, поэтому такого точно не было. Вот знаете, я вспоминаю назад, сегодня сезон закончился, я пришел в июне, и мы дали 4 матча подряд выиграли. То есть мы пришли, я пришел где-то 3-й, 4-й были, там 10 туров, сколько у нас было? 13 или 10 очков. Достаточно, ну, уже тогда весной были разговоры, что надо там смена, выражали недовольство болельщики, то есть я же не пришел там, где все идеально, и мне просто нужно там приходить на стадион, одеть кепку от солнца и смотреть, как красиво играют. Так же. И вот я вспоминаю просто, если вот эти мы 4 или 5 игр подряд выиграли и залетели наверх таблицы. Да, мы вышли на первое место, и у нас сразу же автоматически, как у любых амбициозных людей, возникла мысль чемпионства. И мы ее дали и мы ее развивали, я вспоминаю в Талдыкургане. Мы выигрываем 1-0, чистый гол не засчитывают. Я сейчас не комментирую судейство. Было, ладно. Пенальти не дают. Фиг с ним. Удаление в тунгу прыгает. Вот так шипы я видел. Я вот так шипы с трибуны видел. Ему там чуть ахилла не... В итоге сдалека забивает, залетел. Потеря очков. Помните? Кайсаром, по-моему, еще тоже так. Нет, с Кайсаром там все было как бы по-другому. Мы первый тайм так шикарно отыграли. Это уже при новом тренере. Должны были 2-3 забивать. В итоге... Ну вот опять же, так анализируя, Астана взяла второе место. В первом круге у них там 5 или 4 поражения. Они допустили поражение в начале чемпионата. Уже все говорили, все, они отцепились, но они вернулись в гонку. А кто бег? В середине сезона провалился. 4 где-то поражения, 3-4 поражения. А мы в конце. Вот что. То есть у 3 этих команд, там еще Кайрат, мы сейчас не говорим про чемпионов. Кстати, поздравляю футбольный клуб Кайрат, год 70-летия с чемпионством, желаю успехов. А мы отправились в свободное падение в конце чемпионата. Кайрат демекші. К сожалению. Когда мы первый пропустили жасеке, мен енді болдым ғой стадионда. Бірінші таймнан кейін шықтым. Вы там автобус тұратын жерде Кайратта. Мен түріңізді көрдім енді. Страшно переживали. Я стоял,
я вот вижу то, что у всех напряжение, да? Вот и стоишь, түсінбейсің, не болып жатыр. Вот Асеке сол кезде сіз не ойладыңыз? Вот Қайратқа 1-0 горим, и вы вышли, я просто сырттан енді Честно сказать, айтып отырмын, что я көргендерге. думал, я бы поставил того, я бы играл так. Я честно скажу, вот, там пусть на меня Кирилл Кекер Сергеевич не обижается, но я думал, нет, вот он не, ну я это ему не говорил, но я уже так для себя вышел и начал вот то, вот это, да. Потому что в первом тайме они должны были 2-3 гола забивать и вопрос матча закрывать. Но мы сами себе 2 минуты не додержали, сами себе привезли гол, в принципе. Во второй тайме начали играть так, как я думал, там, ну, у главного тренера был план, которого придерживался, и как это, ну, мем же есть, там был план, и мы придерживались. Но, в принципе, он работал, да, и там такой нелепый гол. Не знаю, наш воротчик в первом тайме 2-3 раза вытащил, в принципе, по сезону вопросов не было, а тут в него летит. Напомнили, ладно. Сол ғой сол. И жоқ, негізі былай президенттер мысалы тренерге айта ала ма бар? Мынандай тактика қойшы, ұтасың деп. Айта алмайды. Ну, разные президенты есть, я этот. Ну, есть этикет корпоративный. Я же там. Әркім жұмысын араласпайды ешкімнің, иә? Ну, условно, вы там хозяин ресторана. Вы же не придете, придет повар, главный, это главный человек в ресторане. Да? Вы же мне придете и скажете, вот ты там так пожарь, тут переделай, то все. Ну, так же, ты же, ну, повар скажет, слушай, а ты сам готовь здесь. Жоқ, мен сезіп тұрмын. Сен бүйтіп ойнаса деп болмай ма? Просто в футболе, да, все разбираются. Ну, я. Бәрі эксперт ба? Хорошо, дальше. Вот, кстати, по поводу Кирилла Сергеевича вопрос. Ну, раз мы итоги подводим уже, хотелось бы узнать, почему именно выбор упал на него, и вообще сколько много кандидатур было отработано, изучено. В прессе фигурировало очень много имен. Ну, в прессе фигурировали не только те имена, если я назову те имена, которые в том числе в нашем листе были, вы мне не поверите. Вы скажете, я там не поверите, но я в недавнее интервью тоже дал, я сказал, нам нужен был специалист казахстанский, современный, который знает наш футбол изнутри, который не работал там чемпионата Казахстана там 3 года назад, 4 года, а вот именно сейчас знал, как, с какого теста этот чемпионат слеплен. Немного было вариантов, остановились на Сергеевиче, Кекере. Вот сезон закончился, сколько? При нем 9 игр мы сыграли. На первом месте шли. Больно это говорить, я вот ему говорил, вот вам мы пришли, вы коллектив не знаете, команду не знаете, вот вам дали табак, вот, тойларда боламыз ғой, табак дали официанту, выносят, вот, донеси его на стол, поставь, и там мужики дальше покушают все, да, и женщины. 9 матчей, вот, давайте, я каждый готов вспомнить. Ну, мне кажется, прям не факт. Блин, ну я вот, я, подожди, Арике, я каждый вспомнил, мы поехали, у нас был шикарный вайб, нас душили, я не побоюсь этого слова, с Ахтубе, нас душили, мы вышли из этой ситуации, забили шикарный гол, навязали игру и могли дожать. Был шикарный вайб, вы помните, вот та неделя, там вот мы все, мы как бы это, мы... Вроде и пришел новый тренер, все там на современном, там тактика, техника, все. К Зарду приезжаем, первый тайм, переигрываем полностью, да, там. 1-0 выигрываем, ну 2-0 было бы закономернее. Я и говорю, ну 2-0. Садовский, да, Бригевич? Да, и в перерыве мне ребята с Кайсара вот не дадут соврать, вот если там увидят, они говорят, мы никогда не выиграли, не видели, чтобы так Курдабасы играл. Вы на нас так готовились, что ли, специально? Меня это как бы, ну, так потешило, я уже пришел на второй тайм, думал, сейчас просто мы заберем. В итоге вот поражение Кайсару, окей, давайте вот. Послушайте, вот, да, кто в Кайсаре из лидеров не проигрывал? Вспомним? Ну, кстати, сегодня Кайсару спасибо. Кстати, да. Они забрали и вернули. Они сделали, не то, что там, ну, то, что спасибо, естественно, спасибо, но ребята сделали свою работу, они профессионалы вышли, там кто-то говорил, они выиграют, не поднимутся выше, проиграют, не упадут ниже, зачем им играть? Ну, они показали, что они профессионалы, они вышли, одели бутсы и показали, что они мужики. Вот
Кайсар кого дома не отпустил из лидеров? Я не могу вспомнить. Ну, Кайрат они точно выиграли, по-моему. Не знаю, вот, но они всех выиграли. Астану только отпустили дома, все. Ну, можно было, наверное, Кайрату проиграть, да? Ой, Кайсару. Ну, как бы, ну, ничья должна была быть. Минимум. Да. Затем мы, ну, выиграли Атырау, Туран. Вот мы не должны были проиграть дома Астане. Вот из всех 9 матчей, я это вспоминаю, с Астаной, мне кажется, мы должны были сыграть по-другому, если мы бы чуть, опять же, это не кому-то укор, но чуть наглее играли бы, как Тобол у себя в Кустанае показал, он высоко сел и сыграл с ними так, как они этого хотели. Мы бы так сыграли, возможно, ну, мы бы не проиграли, как минимум. Ну и Жеңіс. А в целом, ну, проиграли в Алмате, но в Алмате, ну, все лидеры, в принципе, да, там теряли очки. В Тоболе теряли там. В Казалжаре не все выигрывают, мы выиграли. Есть карма, Арике, есть карма. Столько не забили. Вот, кстати, извиняюсь, последний матч вот с Селимаем мы играли так, как играли до Кекера. Владение мячом, чуть больше, пас. Моментов немного. Вот, это было, и мы брали очки. С Кекером у нас игра стала динамичней. Тобол, с Астаной там, с кем? Владение забираем? С Жеңісом сколько. Мы столько моментов. Скайра, ну, у нас мы хорошо играли, но не забивали. Ладно. Может быть, команда была изначально так настроена, так настройки были заложены в начале сезона, что нужно было так играть. Мне кажется, вот, кстати, по поводу настроенных настроек, Сиднев, его уход. Вот причины, общались, я думаю, с ним много очень общались. Все-таки вот это вот выгорание, которое уже все. С Сидневым у меня сложились вообще, честно скажу, отношения не только там футбольные, там рабочие, но и как-то я к нему проникся. Искренне говорю, он сегодня поздравлял, он мне писал, слава Богу, благодарю Всевышнего, что остались в Еврокубках. Вот. Обратно хотите, что ли? Это не об этом речь, вот, почему он ушел. Ну, совокупность причин. Во-первых, он сам сказал, все, для клуба надо, я должен уйти. Сейчас вот сезон закончится, можно уже спокойно поанализировать. На Еврокубке катастрофа же была. Ну, опять же, вот публика должна понимать, за 33 года, ну, 32, ладно, этот год не будем считать, Ордабасы только трижды был в тройке. Трижды, включая чемпионство. Не, послушайте, трижды всего, да? Так же? А сколько раз вы ходили в группу европейских турниров? Я вам подскажу, ну, вот сами отвечаете, да? Он блин. Да. И как бы тут сыграло то, что мы должны были проходить Петрокуб. На бумаге, по именам всем. Ну, Настрой такой, что вот должны были проходить. Видишь, здесь имя здесь Казахстана, смотри, клуб пандай ғой, Ордабасы впервые собирает полный стадион. Ожидание реальность болды ғой, полный стадион. И здесь Петрокуб. Петрокуб. Просто да, я помню, вот, когда, к да, вот вы сожалению. правы, Виктор, Там да. тоже играют футболисты, они выиграли чемпионат Причем Молдовы, они Шериф. приехали, они Шериф гегемонию прервали 20 лет. Вы представляете, прервать гегемонию 20-летнего чемпиона, у которого все ресурсы, финансовые, там, не финансовые, все лучшие игроки растаптывают. Петрокуб пришел за год, размяли. Вот у них... Казар всех игроков продали, да, они почти уже? Они 90% местными игроками, молдаванами вышли в Лигу конференций. У них был потрясающий футболист Абания из Ганы, который первую игру здесь не играл, во вторую он сделал там, не знаю, он на 90-й с нами бежал, как будто на первой минуте легкоатлет, блин. Да. Чувак, причем, что не тренировался 4 месяца до этого. Ой, 4 недели. Не стеген? Ну, то у них были там недопонимания какие-то, будет, не будет. Зарплата жағынан ақша түседі ме? Нет, не в этом дело, не знаю. Его продали в Апоэль, он играет в основном составе. В этот четверг Апоэль обыгрывает Фиорентину 2-1. Лучший игрок матча Абания. Он в каждой игре в составе лучший игрок матча. Это про просто мысли вслух и про селекцию. Если сказать, не его ғана. Вот если говорить про Еврокубки, ну, честно,
Мы никому не проиграли, вот прям вообще нас отвозили, уехали, у нас без шансов не было моментов. Каждый матч, если рассматривать, везде нам где-то чуть-чуть. Я паспорт Петрокуб возил. Да нет, забей Джасур. Не, ну да, вот забей, да. Ну, давай сделаем так, пацаны и футболисты, у них там, спрашиваешь. Петрокуб в совокупности 2 матчей нас переиграл. Ладно, окей. Ну, возили, не возили. Не, да, ну не возили. Забей, вот вы говорите, то это и в Молдове, и здесь, и в принципе мы бы сейчас с вами совсем под другим вайбом разговаривали бы, да. Ну, Пюник, ну Люксембург это что-то, не знаю, я уже говорил, да. Ну, по пенальти их выиграть, ну, ладно, выиграть, слава богу. Да. Пюник мы точно не проиграли по игровым моментам, но чего-то, ну, вот, возможно, фарта нету. Вот пишут там, карма вам за прошлый чемпионат, вот то, что вы туда-сюда начинают вспоминать, я не знаю, блин. Извините за эмоции, друзья, ну, да, еще матч когда 3 часа назад закончился. Да, еще адреналин в нас. Просто многие думают, что вот чемпионы Казахстана обязательно должны выйти в Еврокубки, всех обыграть, выйти в группу. Они не рассматривают в контексте того, что, к сожалению, сейчас нельзя вот так вот говорить, что мы выйдем на международную арену, с листа сыграем, потому что у Ордубасы, как у клуба, опыта игры в Еврокубках не так много на самом деле. Сколько раз играли в Реке? Ну, раз 5, наверное. 4 дикші. Слава, вот, и на самом деле это успех, что мы сегодня оказались в Еврокубках. Мен И вот мы же, қуандым мы взяли последнюю часть, предпоследнюю часть сезона, где мы перли, нормально шли, а потом как бы... А если в масштабе посмотреть, сезон начала, плохое, недовольство болельщиков, смена руководства, какой-то потом про нас, видимо, конкуренты забыли, у нас был внутренний, не буду говорить биологический, но эмоциональный всплеск. Забрались сюда, потом конкуренты и явные, и неявные очнулись и начали нам ставить палки в колеса. С чем мы в большей части, надо признать, не справились. Енді анау сіз келген кезде клубқа келгеніңіз қарыз болды ма клубтың? Жоқ, вообще. Чтоб вообще енді ол атмосфера Еврокубокке дейін барды ғой негізі қарыз болғандықтан или олай емес па? Ну, чтоб все знали. Я скажу так, была ситуация невеселая, были и долги, и дефицит средств по необоснованным обязательствам. Тут стоял вопрос, либо там это все там перевернуть и в трин-тарара пустить клуб, который является любимцем города, либо признать это, да, либо, ну, я не хочу это говорить, либо признать это и как-то постараться вырулить. Благодаря руководству города выруливаем, и впервые в истории Ордабасы, по крайней мере, в ее новейшей истории, клуб зайдет, слава богу, без долгов в Новый год. И мы Первый раз, да? Куда и холоса, и мы с чистого листа построим команду, которая, ну, по крайней мере, я с чистым сердцем на это надеюсь и буду работать, радовала бы горожан. Саша, такой еще вопрос в контексте вот как раз финансов, целей. Сегодня мы добыли место в Еврокубке. Вот насколько бы цели финансирования могло поменяться, не будь сегодня этого 4-го Еврокубкового места? Или у нас есть стратегия? Нет, конечно, да. Мы не должны зависеть от того, что вот если бы было то и было бы так. Мы должны понимать, куда мы движемся. Конкретно руководство города движется к тому, чтобы клуб существовал всегда, вне зависимости от того, что будет то, будет это, чтобы он всегда оставался ядром. А для этого он должен быть настроен правильно. Вот в этом направлении мы работаем, и для этого нам еще нужно небольшое время, и это будет настроено. И там уже не будет зависеть, там будут Еврокубки, будут чуть лучше условия, будет нет, но будет хуже, но будет мотивационная часть лучше, чтобы мы опять там оказались. То есть так. Много вопросов от болельщиков. Часто задаваемый вопрос в Инстаграме. Вы, кстати, часто читаете вопросы в Инстаграме? Как же, я видел один раз, он комментарий читал, расстроился, я видел. Читаете же, да? Комментарий оқисыз ба? Честно скажу. И читаю, и не читаю от настроения. Я там читаю, сначала я читал там, вот, там все, надо, круто, мы на первом идем, это как вот, да, грань там, вот, от любви до ненависти, да. А сейчас там, мы все разрушили, мы там то все, читаешь, блин, и как-то, а думаешь, даже хочется позвонить, слушай, чувак, там, давай, приди, покажи, где мы разрушили. Ты не представляешь, что происходит, да, там, что мы делаем, да. Вот, кстати, для этого мы Я слушаю подкаст сделать. Да. Не, ну да, я сейчас, мы же, в принципе,
свои, мы как бы тут. И вы можете, хоть мы и свои, острые вопросы задавайте, я никогда их не избегаю. Вот искренне, я серьезно говорю. Сейчас вот топ комментариев в нашем инстаграме на данный момент. Ну, вы видели сегодня поле, наверное. И стадион. Вот это два, наверное, основных таких пунктика у болельщиков. Они ждут очень сильно новый стадион. И вот когда видят вот это поле, они говорят, почему в Шымкенте вот такое поле? Почему в Семее поле зеленое, у нас уже желтое? Почему у Алматы нормальный стадион, нормальное поле? У нас пока такого нет. Вот с точки зрения инфраструктуры что-то сейчас будет меняться? Есть ли такое Про в планах? поле я с вами не согласен, оно чуть пожелтело, но сегодня 10 ноября, поле постелено там 50 лет назад, оно было гораздо хуже качества там лет 10 назад, мне говорили, да, там, ребята, да, мне сами футболисты говорят, то, что сейчас это из него сделали, это хорошо. Вы хотите лучшую картинку? Конечно, она должна быть, но из Шымкента картинка точно не самая худшая. Давайте не будем другие города принижать, вспомним про там их инфраструктуру и футбольные покрытия, и все станет на свои места. Именно не то, что на свои места, а как бы это я на ваш вопрос я там козырем побью. Но это не говорит о том, что надо сказать, у нас все самое лучшее. Да, есть куда нам стремиться, и это не только там болельщик, который сидит и комментирует, это понимает. Это понимаете вы, понимает оператор, и вы, все мы понимаем. Но есть какая-то своевременность. Мы не можем, вот лично как клуб, мы не можем сделать то, чего мы не можем, да, там сделать. А почему? То, что стадион на балансе... Ну, города? нет, но города, он принадлежит городу, но он на балансе другой организации. Там много, ряд причин, но я не говорю, что что так плохо. Поле в нормальном состоянии. Есть там, вы видели, трибуны сейчас какие стали, ну, сиденья, перекрасили, все изменили, в раздевалках неплохо все. Есть куда стремиться, но наш стадион не самый худший. Вот вы сказали, прекрасный стадион в Алмате, я с вами готов спорить, целую программу. Газон, а внутри вы же видели? Да, ну точно не лучше нашего, 100%. Ну, не то, что мы там работаем в Ордобассе. Нет, не то, что, Витя, ну, Виктор, не то, что мы работаем, а вот реально, я же знаю. Мы это все знаем. Жоқ, енді мысалы, сол енді қаланың балансында болса, Ордабасы андай бір-бірімен контактын алашты етіп, стадионға мысалы осы сөйлесіп, енді сонша жылдан бері істелінбеген нәрсе ғой енді. Биыл сөйлесесіздер ма? Газон туралы, стадионның Реке, газон поменять, ну Мало деньги, я это знаю. не то, что это, как говорят, дофига делов. Вот реально, там, это очень, оно и время займет, и все. Но мы, безусловно, должны мы его улучшить. Сейчас мы хотим сделать там автополив, чтобы... В чем проблема? То, что сейчас нет автополива. То, что в летнее время, летом, если днем поливаешь, выгорает, а надо поливать желательно большую часть ночью. Я не агроном, возможно, я ошибаюсь, там, не хочу это точно сказать. Ну, поставим автополив, он в ночное время будет поливать, уже чуть будет по-другому. Вот. Город, на следующий год, я уже знаю, они LED-дисплеи уже будут вокруг. Наконец-то, а? Опять же, это к тому, что это не клуб, это город, это на балансе городской организации, дирекции спортивных сооружений, большой рахмет, табло изменится. Мен туылғанда қойылған ол табло. Серьезно говорю, мен білетін сол табло, әлі сол табло. Ну, это тоже неплохо. Это, ну, надо, конечно, в ногу со временем идти, но, слава богу, так как бы автополив, это мы как клуб планируем сделать. Я только скамейки запасных. Вот кресло хотя, давайте поставим кожаные. Не Рикаро, наверное, поставим кожаные, закроем таким тентом, когда вот как ролл-шторы закрываются, чтобы когда... Потому что там же много других людей тренируются, не на поле, а вокруг бегают, да, солнце. Такое сделаем, на следующий год мы... наконец-то. Виктор, будем иметь, ну, это картинка будет, да, и это все делает руководство нашего города. И және осы моментті қолданып, Асеке, помните, вы были в Швейцарии, да, где вы в тот раз были?
шетелге На, барып же- келдіңіз? на жеребьевке? Да, нет. Конгресс футбольный. Контракт. В Греции были. Грецияда болдыңыз, ПСЖ-ның президентімен кездестіңіз. Кейін ол видеоны мен Инстаграмға салғам. Бәрі ана күтті, не болайын деп жатыр. Мен айттым, жақында бір жаңалығымыз бар, күтіңдер, енді осы жерде айтатын уақыт келді деп ойлаймын. Алғаш рет дейікші да, вот өзіңіз ашып айтыңызшы, біз официально контракт қандай компаниямен отырып, и және сол компания жақында өзінің Инстаграмына салады деген сыбыс естідім. И өзіңіз сол туралы айтып, болельщиктерді қуантып, жанкүйерлерді, давайте айтайық, осындай өзгеріс болып жатыр, жаңа Ордабасы, жаңа Қазақстан деген сияқты. Ну, это не соотносится с моим участием в Конгрессе в Греции, хотя Ордабасы в этом году стал членом Европейской клубной ассоциации. Это немного клубов там из Казахстана, буквально несколько состоят. Президент этой ассоциации, вот президент ПСЖ. Не то, что мы с ним встретились, так обменялись мнениями, он про Казахстан поузнавал, мы там мыслями обменялись, посмеялись, так, конечно, там. Так, встреча на площадке, так скажем, была. А самое основное, что мы достигли соглашения о партнерстве с Puma, с ее офисом. Puma теперь будет официально, он будет наш партнер, это не наш спонсор, как они спонсоры у Ман-Сити, Милан, Боруссия Дортмунд, тра-та-та. Но наши партнеры, они на определенную сумму нам отгружают партнерскую поддержку и дают колоссальную скидку и эксклюзивный дизайн. Все это будет, я летал, встречался, так город называется Херцегенаурах, это штаб-квартира там Puma, напротив Adidas. Там, возможно, вот такой фильм видели, или, может быть, вы, да. Да, и надеюсь, у нас есть такая опция, мы сейчас как все это запустим, возможно, когда уже невозможно, когда определимся, уже основной состав у нас на следующий год будет, возможно, мы с одним-двумя футболистами поедем и сделаем там промо. И если это у нас будет такое желание, договоримся, я вас приглашаю. Мен Puma магазиніне барам дегенсіз ба? Жоқ, сол кезде бізде қараңызшы, эксклюзивный алғаш рет для нас Puma біз үшін бөлек желестей ма сол кезде? Біз үшін, Ордабасы үшін. То есть это не на стоке, это не из каталога. Домашняя форма будет, мы сейчас вот в процессе, почему мы еще не объявили это, мы уже все договорились, двигаемся, мы сейчас просто, вот Виктор, вы тоже участвуете в этом процессе, определяем дизайн домашней формы игровой. А неге мен көрмедім? Менен тығып атсыздар аса Просто порадовать. Не утруждать вас. Жоқ, мен көргім келіп жатыр да, маған қызық Ордабасының. Все, я завтра вас жду, завтра понедельник, в 9 утра в офисе. Көреміз ба? Обязательно посмотрим. Да, сейчас могу даже показать. Жоқ, қанша не дайындадыңыздар? Вот сколько форм вы приготовили? Вот сейчас примерно или как там делаете? Домашняя форма будет 1500. Это не только основной команда, это будет ФЦ, футбольная академия, Puma, футбольная академия. Это будет женская команда, это будет футзал, это будет наша вторая лига. Женщины, девушки, все будут. Мы, более того, мы фан-шоп открываем. Вот, свой вопрос. Фан-шоп, это звучит, фан-шоп. Ну, начнем мы люди, начнем с простого, небольшое помещение на территории стадиона. Оттуда начнем любой желающий, дай бог. Ана входтың алдында сәп бір жерден табу керек орын. С другой стороны, где офис, да, там. Нет, анау главный кіретін Ну, не все зависит от нашего желания, там, и помещений-то немного. Но начнем с того, что завтра. Фуй, наконец-то фан-шоп будет, да? На следующий год, да. Құдай қаласа, Puma болады ол да? Ну, там будет не только, наш партнер Puma, все будет, наша экипировка Puma, но и там другие, там, шарф, как вы любите, кепки. Жоқ, мына кепканы бүгін мен сізге айтайын. Мына футзалдың кепкасы ғой негізі, білесіз ба? Дизайны ғой негізі футзалға осындай істелінген. В общем, енді толықтайық, официально. В Казахстане кто-нибудь работал Puma до этого или нет? Я не хочу говорить, работу не знаю. Жоқ, мен то, что они наши партнеры, давайте не будем, как, с кем, как, впервые, не впервые. Они... Енді толықтай келе, значит, бізде Құдай қаласа официальный партнеріміз Puma болады. Ол, білмеймін мен үшін өткені андай керемет жаңалық. 4 года, тот жылға. 4 жылға ма? Тем более андай. Енді біреу ойлауы мүмкін ғой, неге Puma қалай келісті? Біздің енді бәрібір менталитетімізде андай бар. Значит, ертең уақыттан ақша желіне, неге именно Puma? Жоқ, я хочу, вот, чтобы вы донесли, не так. Официально болады. Білесіз ғой, ана жыл мынандай болды. Давайте ашық айтайық. Жартылай киіміміз келеді. Білесіз ғой енді?
жоқ айтайын Асеке, сіз өз ашып айтсаңыз, мысалы жанкүйерлер, көрермендер өздері андай түсіну керек та оны. Жартылай келеді, жартылай келмейді, 2-3 айға кешігіп келеді киімдерімізші, бөлініп келеді. Биылға енді Құдай қаласа 25 жылдан бастап Пумамен отырып жатыр ғой. Ондай болмайды ғой Асеке. Ну, с опозданием то, что приходило, это не только у Ордабасы было, это у многих команд было. Да? Это, да, объективно надо признать то, что это связано с внешнеполитическими факторами, там, потому что многие представители, которые поставляли сюда товар, они были зарегистрированы там, в России, которые оказались под санкциями. Там, много проблем, которые в одночасье не сделаешь, это тоже надо признать. Другое дело то, что самое основное для нас это иметь эксклюзивную форму и линейку, первую линейку основной команды. Это будет плюс-минус, будет все нормально, и это будет на условиях партнерства во много раз оптимизированнее, чем это было. Пума енді өзінің инстаграмына қоямыз, өз Ордабасына осындай форма істедік. Мы посмотрим этот вопрос. Это непростой, да, тоже надо давать, это не просто. Пума, это все-таки Пума, у них, да, посмотрим. Да. Но то, что они наш партнер, мы их партнер, это то, что делает лично меня, как руководителя клуба, дает мне гордость. Конечно, это мне дает гордость. Это мы не просто там покупаем, они наши партнеры. Они в нас поверили, мы договорились на 4 года. Сколько времени договаривались? Около пару месяцев. А как так получилось именно Пума? Вот қалай шықтыңыздар Пумаға мысалы? Не то, чтобы мы мечтали только о Пуме, но мы хотели купить форму, не проблема. Если есть деньги, да, с разных стоков это, то все, да. Но хотелось, чтобы для меня был приоритет, чтобы мы были одеты на партнерских отношениях, чтобы мы были, потому что это престиж, мы должны себя уважать, мы Ордабасы. И я использовал свои связи, с несколькими компаниями мы проговорили, наиболее те, кто приемлемо для нас оказалось, те, кто в нас поверил, это Пума, я им очень благодарен и надеюсь, что это партнерство будет обоюдно выгодным, и они откроют для себя и этот рынок, он большой рынок, и все-таки у нас большая аудитория, почти 2 миллиона жителей, я думаю, мы тем самым своей игрой, своим азартом, своей любовью болельщиков к клубу отдадим им и как бы оправдаем их партнерские отношения. А бізде Пуманың официальный магазиндер бар ма Қазақстанда? Олжан білмеймін, по-моему, жоқ. Жоқ, оларға мысалы қандай ертең пайда болады? Егер де біз Пумамен қазір серіктес болып, ертең форма, фан-шоп ашылып, көп формаларымыз сатылып жатса, жанкүйерлер алып жатса, оларға ол бір стимул беріп, бізге тағы да бірдеңелер предлагать ете ала ма? Қалай біз оларды қызықтыра аламыз? Конечно, да. Как мы должны заинтересовать Пуму, чтобы они еще больше там? Давайте пока не то, что заинтересовать, а оправдаем наши партнерские отношения, а дальше уже... А как это оправдывается? Продажа должна быть? Нет, на 4 года мы договорились, все неплохо. Теперь результатами нашей игры. Ойынмен ба? Любовью наших болельщиков, посещаемостью нашего стадиона. Это уже будет серьезная отдача, отталкиваясь от которой можно говорить о следующей ступени наших отношений. Вполне возможно, через 4 года они станут нашими спонсорами, а не партнерами. Кто знает. Это все зависит от нас. Жақсы. Есть вопрос? Конечно, есть. Когда без них? Асхат Рашидович, но если чуть так в будущее перекидывать, что изменится в новом сезоне в плане формирования состава? Какой мы увидим Ордабасы там в феврале, в марте? Есть какие-то мысли, может быть, уже что-то расписано, написано? Какие-то, может, такие критерии философии. Знаете, у многих клубов в Европе, например, есть там, мы берем только до 21 года, на 4 года. Клубов немного. У нас задача определена, бороться за самые высокие места. То, что я могу сказать и за это подписаться, на следующий год у нас будет команда азартная, голодная и играть чистым сердцем до последнего свистка. Мен ойлаймын, енді барлық сұрақтарыңызға жауап таптық деп, болмаса комментарийға жазыңыздар, қандай сұрақ болды. Егер де осындай видеолар ұнап жатса, сіздерге осындай Ордабасының басшысымен біз тағы да подкаст түсіруге тырысамыз. Құдай қаласа жаңа сезонда не болып жатыр, Құдай қаласа Ордабасының инстаграмында да айтамыз не болып жатқан, Пумамен қандай контракт болып жатқан, қандай ойыншылар келіп жатқан, оның бәрін көрсетіп отырамыз. Асеке, да, қиын кездерді өттік,
бүгін енді сәл қуансақ бола ма деген өзіңіздің неңіз енді айтып кетсеңіз. Қиын кез болды, иә? Осы 6 ай. Өте қиын кез болды. Если сегодняшний вечер надо порадоваться. Еврокубки, оно все равно, даже возьми мы 3-е место, оно, по большому счету, там 1 очко разница не меняет те же самые Еврокубки. В масштабе сезона смотреть можно и радоваться, и разочароваться, он рвано оказался. Ну, сегодня давайте порадуемся и подготовим команду, чтобы в следующем году, Худай Халаса, вот в это время мы обсуждали, и уже результаты наши были гораздо выше. Еще думали, что мы будем играть где-нибудь на выезде в Европе, вот такие цели. Потому что Астаны там сезон еще не закончился далеко. Вообще большое спасибо, Асат Рашидович, что пришли к нам сегодня. У нас такой, можно сказать, исторический день. Первый выпуск нашего. Да, ютубта бірінші рет шығып тұр бұндай. Бұндай болмаған. Точнее, ютубымызда бірінші рет ашылды. Даже ютуб бірінші рет ашылып тұр. Асеке, рахмет үлкен. Енді көрермендерге сұрақтар сізге болса жазсын, бірге оқимыз, дұрыс па? Әрине. Бірге отырып оқимыз и келесі осындай выпусктарда бірге тағы да өйстіп сұрақтарыңызға жауап береміз. Барлықтарыңызға рахмет. Орда фандар, Орда жандар, Шымкент тұрғындары, тағы да Еврокубок құтты болсын. Я өкінішке орай 4-ші орын алып қалдық. Бірақ бұл жаңа Ордабасы, жаңа кезең, жаңа Қазақстан деген сияқты бәрі таза, бәрі ашық болады. Құдай қаласа, болашағымыз алда. Сізге тағы да үлкен Рахмет, сәттілік. Спасибо. Давай, Витя. Рахмет. Давай. Только не говори, что не записал. Забыл нажать. Запись побежал.